Добрый день, уважаемые гости, преподаватели и студенты. Мы рады приветствовать вас на мероприятии, посвященном Месяцу защитников Отечества, февралю, который по праву называют солдатским месяцем. Сегодняшний спектакль, который мы увидим, посвящен всем военнослужащим России и Кыргызстана, людям чести, мужества и долга, тем, кто стоял и стоит на защите мира и безопасности наших народов. Сегодня в зале присутствуют наши почетные гости, представители государственных, воинских, общественных организаций, уважаемые военнослужащие и ветераны. Ваш труд и преданность своему делу создают прочную основу стабильности и уверенности в завтрашнем дне, благодаря чему молодежь может учиться, развиваться, строить свое будущее. Особое значение сегодняшнего вечера придает и место его проведения. Для нашего вуза, Кыргызско-Российско-Славянского университета, память о подвиге защитников Отечества и формальность для важной части нашей внутренней культуры воспитательной работы. Именно поэтому в КРСУ действует студенческий исторический канал Геркулес, где ребята изучают судьбы героев и сохраняют историческую память. Этот праздник имеет общее название в России и Кыргызстане и отмечается в один день. И, конечно, это не просто совпадение. В рядах Красной Армии служил один из основателей Кыргызской республики Юсуп Абдрахманов. Победы Красной Армии создали условия для оформления современной кыргызской государственности и появления Кыргызской республики 100 лет назад. Защитник Отечества – это не просто военная профессия, это состояние души, это готовность закрыть собой, своим телом, своей жизнью тех, кто слабее, детей, женщин, стариков, свою землю. И сегодня вечер под названием «Февраль – солдатский месяц» – лучшее подтверждение этим словам.
В 41-м мальчики на фронт. Школьный вальс, звонок последний, алый горизонт. Плыло утро, репродуктор, левитан, война. Помни, 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 помни эти имена. Строим четким шаг чеканя, залповый раскат. Был вчера еще он школьник, а теперь солдат. Карабин, шинель и фляга, и окоп свеча. По земле шагает смело мальчик кирзача. День и ночь, забыв усталость, боль забыв и страх, держит стойко оборону в наших рубежах. Пот соленый вместе с кровью высох на губах. Сколько горести он вынес на своих плечах. Боль потери не измерить, и молчит солдат. Здесь, в земле, навек уснули лучший друг и брат. Одноклассница Маринка, Ира, медсестра. Коля, Толик, Ваня, Игорь, а еще вчера. Школьный зал и вальс прощальный, мальчики и девчата. В танце трепетно и нежно все кружат, кружат. Снова бой, вперед, в атаку, и приказ огонь. Он живой еще, он сможет, смерть его не тронь. Карабин, шинель и фляга, и окоп свеча. По земле шагает смело мальчик кирзача. 41-й, левитан, война. Помни, 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 помни эти имена. Помни. Помни. Во время Великой Отечественной войны территория Кыргызской ССР, часть СССР, находилась в глубоком тылу и не подвергалась боевым действиям, но стала важным центром для эвакуации раненых и больных советских солдат, а также для организации медпомощи. В республике были организованы военные госпитали для тяжело раненых бойцов Красной Армии, которые прибыли из прифронтовых районов. В госпитале принимали солдат для оказания медицинской помощи и реабилитации. Родные и сотрудники домов отдыха, санаториев и учебных заведений переоборудовали лучшие здания под нужды госпиталей. Они стали базами для оказания помощи раненым. Главной задачей было эффективно организовать лечение раненых и восстановление здоровья, а также обеспечить уход и профилактику инфекций. Система снабжения включала помощь общественных организаций, локальных властей, профсоюзов и трудовых коллективов, которые обеспечивали питание, книги, топливо и другое.
Фронтовой санбат у лесных дорог был прокурен и убит тоскою. Но сказал солдат, что лежал без ног: мы с тобой, сестра, еще станцуем. Мы с тобой, сестра, еще станцуем. А сестра, как пел, вдруг запела вальс. Голос дрогнул, закачался зыбко. Улыбнулась всем: это я для вас. А слеза скатилась на улыбку. Напиши мне потом, как живому письмо. Не про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море. Сколько лет прошло, не могу забыть тот мотив, который пелся с болью. Сколько лет прошло, не могу забыть мужество солдатское и воля. Мужество солдатское и волю. Ему всего лишь 20 лет, но как старик он весь седой. Серьезный взгляд, улыбки нет, в глазах застыли боль с тоской. Не счесть его душевных ран, на теле шрамы, как печать. Оставил страшный след афган, но дома будут его ждать. Давно он больше не солдат, и нет уже былой войны. Есть лишь холодный звон наград, да жуткие ночные сны. Уже брусника переспела, и отошли почти грибы. Уже тебе кукушка спела число оставшейся судьбы. Уже начертано до срока предназначение твое, и черно-белая сорока рябину красную клюет. То это
веры. Их иконы темноликие, и их святой непримирим. И варят бабы из брусники варенье горькое, как дым. Уже начертано до срока предназначение твое, и черно-белая сорока рябину красную клюет. О, этот редкий ярко-красный средь буроватой рыжины, такой спокойной и бесстрастной, как будто не было войны. Этот редкий ярко-красный средь буроватой рыжины, такой спокойной и бесстрастной, как будто не было войны. Более 7 тысяч человек из Кыргызской ССР служили в составе советского контингента в Афганистане и исполняли интернациональный долг. Среди них были солдаты, офицеры, водители и другие военнослужащие, представляющие разные национальности, проживающие в республике. Около 250 кыргызстанцев погибли. Более 1500 получили ранения или контузию. Несколько человек пропали без вести. Многие участники получили государственные награды за мужество и героизм. Свыше 200 кыргызстанцев были отмечены орденами и медалями СССР, а двое стали героями Советского Союза. Их служба отмечается как пример самоотверженности и преданности долгу. Это аист. У него перебито крыло. В остальном ему, считай, повезло. Все в порядке, все на месте, а седой. Он был совсем молодой, просто у него позывной седой. Тот на днях оказался 200. 200. Это значит лишь, что с ним больше не поговоришь. Не покроешь погоду матом. Это не диагноз и не порог. Это на том свете наш номерок. Чтобы все по своим палатам. Аист опускают в аэроплан, хотя он вообще-то заметно пьяный, крылом едва волочит по глазу. Он знает одно, ему надо в Читу. И таких, как он, на этом борту каждый 5-й или 4-й даже. Вот они летят над ночной страной. Называют друг другу свой позывной. Не заметишь, как ночь растает. И какой тут сон? Так, бред наяву. Аист кричит: я там всех порву! Сам порвусь, но их не станет. Много чего высказав сгоряча, он сопит возле моего плеча, а я пишу о нем в телефоне. Нам еще рановато, солдатский рай. Нам с тобой, друг, Забайкальский край принимает в свои ладони.
конечен счет ее скорбей. Задумчиво и человечно ползет по кухне муравей. Вот он спустился с ножки стула и на полу продолжил путь. Он крана глянцевое дуло обходит, чтоб не утонуть. Посмотрим, что у них в пенале. Крупа и сахар, соль и мед. Что ожидает нас в финале? Кто проиграет? Чья возьмет? Война не будет длиться годы. И он сквозь щелочку в окне выходит в вольный мир природы, стремясь к покинутой родне. Песчаный холмик не могила, а дом, в котором все свои. «Приятель, где тебя носило?» — воскликнут братья муравьи. И он расскажет им про доты, про долгий штурм пчелиных сот, про стрекозинные налеты, и не стемнеет, и не соврет. Про то, как он бродил на кухне, отбившись ночью от полка, как он мечтал, что мир не рухнет, а только сдвинется слегка, лишь понарошку и в уме лишь. Но муравейника сыны ему ответят: что ты мелешь? Здесь нет и не было войны. И земля раскребала больные бока океаны. Об осеннюю стыль через круг начинала вновь. И на рыночной площади девочка в платье драном по рядам побиралась, а звали ее Любовь. И задумался Бог, за кого бы пристроить такую, на кого бы оставить, приглядывал, чтоб за ней. Размахнулся и кинул на русскую передовую, мол, держите, ребята, у вас она будет целей. И хранили ее эти люди в крови и саже. Их позорили, били, клели и сжигали дотла. Но любовь отовсюду вставала, и смерти даже. Или не было смерти, а только любовь была. Но любовь отовсюду вставала, и смерти даже. Или не было смерти, а только любовь была. Или не было смерти, а только любовь была. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку четверо у рва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын и чей-то милый, и чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва, и было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год мне близкий мы никогда бы не смогли. По всему миру обелиски, как души, рвутся из земли. Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва, чтоб было небо голубое, была зеленая трава.
ветки, ветки.